Здравствуйте, в эфире программа «Якутия Лайф» и я, Ирина Ефимова. Говорят, каждый человек – кузнец своего счастья. С этим я абсолютно согласна, особенно если это не просто кузнец, а ювелир, у которого есть своя мастерская. Мы в гостях у мастера, кузнеца, художника-ювелира, члена Союза художников России, участника различных региональных, республиканских, международных выставок Александра Манджуриева. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Ну что, вы согласны с тем, что человек кузнец своего счастья? Можно сказать, что вы выковали сами свое счастье, свой успех, свой профессиональный путь? Ну, не знаю, еще не выковал, наверное, да? До конца. Надеюсь, что-то будет еще впереди. А откуда, кстати, такая фамилия в якутской глубинке Манджуриев? С Манчжурией есть связь какая-то? Нет, с Манчжурией нету связи. Это имя моего прадедушки Манджуриус. Он был мастером, поэтому я в лихие 90-е годы взял фамилию прадедушки. А, родовую фамилию просто Родовую, себе? Да. Это, по-моему, у всех якутов есть такое. А вам это помогло? Может быть, ага. То есть как раз получается, если в 90-е вы эту фамилию взяли, и в 90-е же вы попали вот в Бурятию, и начали именно заниматься тем, что потом и стало делом вашей жизни? Да, в конце где-то учебы. Ну, в дипломе у меня уже Манчжуриев стояла фамилия. А вот этот вот ваш стиль собственный, он когда начал вырабатываться? И я понимаю, почему вот иностранцы ценят Намдакова так, да, и почему ваши работы они покупают, потому что там вот очень крутой замес на национальном, но при этом это очень индивидуальное что-то. У меня столько крови, вот, намешано, замешано. Вот. И польская, и русская кровь, эвенкийская кровь есть, вот, якутская, да. Вот, поэтому, может быть, свободно как-то я в этих территориях, можно сказать. А вот к ювелирке как вы пришли? К ювелирке я пришел в 91 году, вот, когда как раз поступил в Намское училище. Там у нас был как кружок, да, как дополнительное образование. Нам преподавал один ювелир, тоже Петров, Николай Трофимович был такой. Он работал в быткомбинате. И директор наш, Василий Петрович Иванов, он попросил его научить ребят ювелирки там показать. Там у нас кружок был художественная обработка металла, ювелирка и дерево. Я почему-то художественную обработку металла выбрал. Ну, в общем, по металлу работал. И у нас печка стояла муфельная. Вот ребята, которые учатся ювелирке, да, что-то отливали. Вот. И мне тоже там, я стоял, этим напильником работал, смотрю, там печку открывают. Я подошел, а они там, этот Николай Трофимович золото отлил. Прямо на моих глазах. И у меня все там, что-то случилось, замыкание. И я спросил у него, можно я буду учиться у вас? Говорю, ну, ювелирке хочется научиться. Ну, приходи, говорит, и все, я там уже как бы ювелиркой начал заниматься. А в Восточно-Сибирской академии какой диплом был? Художественное декоративно-прикладное искусство, художественная обработка металла у меня. Дипломная работа у меня был музыкальный инструмент хомус. То есть у меня колье было, женское колье с хомусом. То есть и украшения, и инструмент. И инструмент. Обычно вот на защите дипломных работ дают 10 минут, по-моему, да, регламента. Вот. Они меня где-то на полчаса, вот эти наши академики, задержали. Ну, они там сначала увидели, вот колье просто стоит, а у меня жаворонок был вот, с крыльями, посередине там хомус. И они сначала не увидели даже вот этого музыкального инструмента. Там, по-моему, я пригласил одну девушку, ей одел вот это колье, потом она с колье берет этот музыкальный инструмент и играет. Они тогда были в шоке. Председатель комиссии Семенов был такой художник, народный художник Бурятии. Вот, он сказал мне, Александр уже состоявшийся художник. Мне сразу поставили 5, побежал звонить маме. Ну, я 5 взял. Вот когда вы сейчас рассказывали про то, как увидели, как золото отливают,
Это же прямо какая-то алхимическая картина. Это сразу представляется какая-то лаборатория, и вот алхимик, который ищет этот философский камень. Вот такой флер ведь тоже есть в этом. Да. А есть ведь разница, работаешь ты просто с металлом или с драгоценным металлом? Там надо быть осторожным. Вот. Там каждая пылинка – это цена, это деньги. Права на ошибку нету. Права на ошибку нет. Хирурги, например, говорят, да, ювелирная работа почему-то. А мы говорим хирургическая работа. Потому что они же живого человека там режут. А мы металл. Металл еще можно там как-то. И вы говорите хирургическая работа между собой. Мы даже вот, когда вот в мастерской работали, там человек 20, да, Кирге работал. Там у нас консилиум, например. Вот. Ну, какая-нибудь работа, да, такая сложная. Все собираемся, все мастера. Там и именитые мастера, да, вот. Какая-то сложная работа уже, ну, уже не знаешь, да, например, как поведет металл, да, например, уже спрашивают там. Собираемся возле стола и консилиум такой идет. Чисто учеба. Ага, как это сейчас модно говорить, брейншторм, да, собирается? Да, ага, мозговой штурм. Вот, и там уже находим наилегчайший путь к металлу. А какими вы своими работами больше всего гордитесь? Почему? Я думаю, вот работа своя, да, кому-то там нравится. Я, наверное, такого не слышал еще, чтобы самому мастеру своя работа как-то нравилась, да. Все равно, когда работу заканчиваешь, все равно что-то, ты сам что-то находишь такое после уже литья, когда все закончил. А иногда бывает, что я одну работу там, тень работа, да, есть у меня, лоси у меня стоят, да, как зеркальное отражение у меня. Вот тень называется. Вот эта работа мне не нравилась, например. Я когда вот уже отлил, там уже отчеканил, там патиной уже покрыл, она не нравилась вообще. И я на выставку, у меня в Намском педучилище там выставка, да, я туда повез. Ну, как-то, да ладно, возьму. Я когда витрину поставил, она у меня, и всем эта работа, ага, всем понравилась. А вот эта выставка уже, ну, первая персональная выставка, 2009 год. В Национальном художественном музее. Это вообще храм искусства. Вот. И я как-то заполнил зал. Вот у меня ювелирка была, скульптуры малой формы были и графика была. Поэтому я все стены забрал и специально эти витрины сделал. 12 штук, по-моему. Они до сих пор в Национальном художественном музее работают. И они витрины маньчжурьевские там называются. До сих пор. Когда художник, ну все, наверное, да, художник, когда выставку делают, да, ты смотришь, например, уже как бы на свои работы не у себя в мастерской, да, а в зале, например, да, уже они смотрятся уже по-другому. И ты смотришь, например, уже анализируешь, например, так в этом у меня чуть-чуть слабые места есть, оказывается, вот тут у меня чуть что-то надо добавить, ага. Ну, чисто так тоже можно. А такое было, что ой, как у меня получилось, оказывается, красиво-то. А нет, такого нету, ага. Хотя я хвостун вообще страшный. А материал любимый есть? Материал золото, конечно. Ага. Золото и бриллианты. Это, наверное, материал ювелиров, да? Ювелиры только делают. Из золота бриллиантами работают. Потому что золото требует не только там аккуратности, да? Там 7 раз отмерять, там 1 раз резать. Там своя энергетика такая. Ну, вот женщины, например, в магазин приходят, да? Вот золото, когда покупают, это же золото обманывает их своей энергетикой. Говорит, покупай меня, говорит. Вот. Лежит, сверкает. Вот, и говорит, покупай меня, покупай. А женщины бедные там цену не смотрят, да, например, понравится все. Они же покупают. Ну. Вот. Но некоторые серебро предпочитают. У Саха ценилось серебро. Не, просто золота не было тогда. Золото, она очень дорогая, поэтому из серебра делаем, например. То есть серебро это просто компромисс такой, да? Серебро тоже драгоценный металл. Да. Ага. Он такой, легче, наверное, золотом работать. А с серебром потруднее.
потому что он более такой мягкий, капризный вообще. Серебро очень капризный металл. То есть золоту легче форму придать? Да, золото легче, так-то, если по секрету. А серебро, ну, он вообще такой капризный металл. И даже когда вот все заканчиваешь, да, работу, она же чернеет даже, да. Творческие люди, да, они, например, что-то ищут свое, да, свой стиль, свое направление, там всю жизнь кто-то ищет. Вот. А я говорю, что это очень просто, это надо трудиться, работать. Когда у тебя, например, где-то 50 там картин, да, там же свой стиль все равно же выходит. Хоть ты там у кого-то посматриваешь там или что-то делает, например, да, художник, это же он написал, да, картины. Хоть как положи, да, это же его рукой сделано, и выходит там его стиль. Это очень просто. А наши, например, да, кто, например, хочет там свой стиль, там, говорят, там, ищут там полжизни, да, что-то такое свое, например. Они делают, потом рвут там, выкидывают. А выкидывать никогда нельзя, не надо. Все надо ложить, а потом уже смотришь там же, что-то есть, оказывается, в этом. Я иногда посматриваю тоже свои старые эскизы. То есть вы считаете, что свой стиль, он внутри человека уже есть, да? И если он будет делать, то он высвободится, да? По ювелирному даже скажу, да, например, вот я когда вот эти заказы делал, да, в Керке, когда работал, и там, например, женщина потеряла, например, одни сережки, да, вторые надо сделать, точно такие же. Например, в одну сторону смотрят, да, серьги, то их можно же отформовать, залить туда воска и отлить, да, отлить, потом, маленько там напильником поработать, и там даже другое выйдет. С формы. С формы даже, ага. Точно никогда не выходит, например. Это я по ювелирному скажу. Мы-то не заметим. Может, кто-то не заметит, ага. А там заметно. А если там ручная работа, да, там, то есть одна сережка туда смотрит, другая сюда, и вот одну сторону потеряла, вот тогда вручную сделаешь, там уже совсем по-другому выходит. Поэтому такое дело. Живописцы тоже, они одну картину тоже заказывают иногда же. Точно такая работа никогда не выйдет. Это совсем другая работа выходит. Даже если он сам сделает копию своей работы. Ага. Тем более уже, вот там же у них не форма, а... Есть у меня несколько работ, которые вышли мгновенно, можно сказать. И кюльмен, этот слепень на веревочке, вот этот воин-то сидит. Она у меня очень быстро вышла. Как-то вышла она. Готовая вышла, что интересно. Я вечером уже все слепил. Самое главное, это идея, наверное, да? А потом уже вот идея готова, уже как бы и ее можно и месяц оттачивать, до совершенства доводить. Бывает, например, с одной строки, да, какой-то книжки, например, что-то. Люблю телевизор смотреть, да? Кто не любит, да, например, вечерами там. Вот. И я на полочке поставлю какую-нибудь работу, и все равно я телевизор смотрю или на работу смотрю. Я там меняю уже, как бы, что-то там подправлю. Потом в кино сижу, смотрю, все равно туда смотрю. А названия, они сразу с идеей приходят? Или бывает так, что вот работа есть, а название приходится придумывать потом? Название есть, когда работы нет. Ага. Вот одно название есть, например. Такое тоже бывает. А иногда муки, конечно, вот название работ, да, придумывать. Поискать надо там, книжки посмотреть как-то. Я когда вот Олонхо читаю, я уже вижу, да. Очень иногда я вижу этих героев Олонхо, да. Потому что оно описывается, причем это же Андрей Савич все время говорил, что почему у якутов так хорошо получается кино, потому что в Олонхо заложены принципы киномонтажа, что там и крупный план, это сбруя коня там и так далее, да, там и средний план, и общий план. А иногда вообще впустую читаешь. Вообще. Только строки, да, вот. Иногда включаю,
в этом машине, да? Включаешь, там сидишь, рулишь. Ну, иногда бывает там, что за что-то зацепиться, да? Ну вот потом у вас были персональные выставки в Кызыле, в Москве, в Астане, в Вилюйске, в королевстве Бахрейн. В Бахрейне была неделя ювелирного искусства арабских стран, получается. И меня пригласила принцесса Дея. Мне дали на эту выставку 10 минут. И я должен был за 10 минут рассказать о России, о Якутии, о мамонтах, об алмазах. Вот, подготовил все. А вы там один из России были? Ага, я один был из России. Вот. Я конкретно на 10 минут подготовился и поехал туда. А туда приехал, они говорят, целый день будет ваша выставка. Говорят. Вот. А я повез туда одну работу, выставку одного произведения. И там дали свободный микрофон вообще там. И эти шейхи там всякие разные вопросы задавали, очень было интересно. Они вообще, оказывается, такой медлительный народ. Открытие выставки 2 часа дня, да? А мы с моим, с помощником принцессы Деи, вот, русский парень Сергей, вот, помощник принцессы. Сергей меня повел не в этот выставочный зал, а в ресторан покушать, пообедать. А я говорю, Сергей, уже 2 часа выставка-то у нас открывается. Я говорю, не бойся, говорит, они придут 3 часа, говорит, и они опоздали на 3 часа. Эти министры, там был консул Америки со своей дочкой в гостях, консул России был, вот, шейхи, там, министр культуры, там всякие чиновники были. Вот. Ну, интересно. А что за работу вы туда повезли? Это большое украшение Илинка-Бегар, может, видели. И принцесса опоздала на мою выставку и пригласила к себе. Я пошел к принцессе. И мы разговаривали там долго, за чашкой кофе. Она в России была один раз, в Казани. До этого я там просматривал вот эти арабские вот эти слова. Они как-то, ну, если вот так посмотреть, мы же такие люди, якуты, да? Там что-то свое все равно да найдем, да? Я смотрю, а там такие слова, что в переводе на якутский язык они имеют одно значение. Она спрашивает, а как будет у вас верблюд? А у нас верблюда нету. Это, а слово-то есть. Вот. А как называется? Тебень? Да, говорит принцесса. А у вас как? Тебе. Я там смотрел шумерские вот эти раскопки. Там как раз был этот сад Эдема. У меня книжка была дома, еще маленьким смотрел. Сад Эдема. Где-то рядом там Аладдин там прохожу. Ну, интересно было. А в Кызыле у меня ученик есть. Айбес Олчей, тувинец. Он просто так тоже случайно попал в Якутию. Может быть, как бы подзаработать, или просто у него тут земляк там был, он к нему приехал, может быть. Ага. И он случайно встретил директора Кирге, Александра Кирилловича Павлова. Вот. И Александр Кириллович его пригласил. Как бы. А он под специальности музыкальный, ну, мастер по изготовлению музыкальных инструментов. И он сказал, что это я хочу ювелирке научиться. Ага. С Тувы, да, человек, молодой человек, к нам пришел, а тут мастера сидят, да, якутские ребята. Он как-то проникся в наш коллектив и начал там работать, учиться. Ну, там 20 где-то учителей, да, представьте, вот. Просто он меня называет учителем, может быть, от того, что я просто его направил в нужное да, в нужное русло, может быть. Ага. И уже начал уже как бы заниматься творчеством. Айбес, он мне жалуется, что там заказов нету, этого нету. А я говорю, выставку сделай, вот тебе заказы пойдут. А в Туве там ювелиров-то мало совсем, раз-два человека. И я ему говорю, выставку надо делать тебе персональную. Тогда народ будет знать, там уже как бы заказывать будут. Ну, после разговора, после звонка, вечером я ходил, думал, потом говорю,
может, выставку сделать совместную, персональную. Я звоню Айбесу. Айбес, давай совместную выставку сделаем персональную, я тебе помогу. Ты сходи в свое Министерство культуры и музей свой национальный. И он на завтра сходил туда, со всеми поговорил, вот, с министром поговорил, ага, с главой даже республики поговорил. И ему там разрешили. Вот. А я к своему, вот министром культуры как раз сидел Тихонов, он меня поддержку дал мне. Даже дал какую-то сумму, да. И министру культуры Тувы позвонил при мне. Позвонил и сказал, что оттуда из Якутска едет мастер, как встречайте. Тувинский министр Алдар, он сразу понял. Я когда приехал туда, он бочку бензина дал, 200 литров. Зачем? Чтобы мне показали Туву. А, чтобы поездить. Да, по местам. Там же вообще сакральные такие места, вот памятники скульптуры, даже, да, вот Коже, там вот эти вот изваяния, да. Когда мы подъезжали к городу Кызылу, там уже стояли с платками. Вот. И со мной поехали, целая бригада, делегация поехала. Вот. И у меня были и алгышиты, шаманы настоящие были. Мастер у меня был, друг мой со мной поехал, Егор Егорович Степанов. Многократный чемпион мира по ледовым скульптурам. Под его руководством делали мы Сергия в знак дружбы народов Тувы и Якутии. И поставили это Сергия в парке города Кызыла. Но первое Сергия мы поставили. Вот, и потом уже будут там другие национальности, да? Вот буряты там постоят, вот алтайцы постоят. Национальный художественный музей Тувы, Алдан Мадар называется, ага. И вот там в золотом зале хранятся скифские изделия. Вот, знаменитые пекторали там, скифские. Золотой зал и серебряный. И мы с Айбесом в серебряном зале сделали. Вообще, конечно, это был восторг. Айбес говорил, я когда захожу, вот золотой зал, говорит, голова начинает болеть. А я ему говорю, а ты здоровайся, нет, со скифами? Нет, говорит, здоровайся, тогда все нормально будет. Он заходил, здравствуйте. Что болит, ничего не болит. Говорит, все нормально, значит. Вот так. Все-таки у него после выставки-то, как вы говорили, пошли дела-то? После выставки уже и работа пошла, ага, и он начал участвовать уже в выставках, там, региональных, российских выставках начал, международных выставках. Он уже несколько конкурсов выиграл. Потом в этом году он стал членом Союза художников России. Вот. Я его поздравляю от души. Вот. Вам нужно на троих выставку сделать. С учителем вашим Намдаковым, с вами и учеником вашим. Три, чтобы было. Вот так можно сделать. И еще, кстати, учитель Даши Намдакова. Это кто? Якутский скульптор. Эдуард Пахомов. Да? Да, наш скульптор. Поэтому это такая связь. Как раз перед выставкой я Даши Намдакову позвонил, Даши, поздравь моего ученика с открытием выставки. А он это своему секретарю передал, а секретарь поздравила меня. Такой курьез тоже получился. Ну и ничего. А через год была выставка в Астане, да? Полетел, там пришел в Музей Востока, зашел, а там мой портрет висит. Как будто человека вчера вынесли. Я так удивился. Я зашел, ну, сначала меня встретила зам генерального директора, первый зам, Метакса, вы слышали, искусствовед. Вот. И Михаил Бронштейн. Встретили, чайку попили, и потом как бы там уже гости были. Там как раз моя землячка еще была, я еще не узнал ее с сыном. А они как-то в интернете почитали. И пришли. И пришли, вот очень просто. А потом из Москвы уже прилетаю и еду в Вилюйск, в родной свой город. Ага.
А там этот Исехаленко как раз. И я этот свой ящик даже, ну она уже как бы упакованная же, сумка то есть большая. На такси поехал. Таксист так посмотрел и говорит, пожалуйста, положишь, ну, в кабине где-нибудь там между сиденьями. А он туда положил. А у него багажник такой большой, что никакая сумка не полетит, да? А моя полетела. И что? 7 килограммов серебра и золота туда. Чук. Мы искали, не нашли сумку. Приехал домой к родителям. Ну, настроения маленько не было. Ужас был, ага, кошмар был. Я водителю позвонил, он пока там своих этих пассажиров отвез туда, покушал пока. Я ему позвонил, что под утро поедем, ага, искать. Вот, потому что там все-таки выставочные работы. Ужас, конечно, был, настроение, по-моему, ну, более такой спокойный был так-то. И звонок с Дома культуры. Звонит моя очень хорошая знакомая. Она в клубе работает, да? Вот как раз с этими, с выставками, с гастролерами, артистами. Ее муж позвонил, он дорожником работает, оказывается. И когда он на этом грейдере дорогу делал, оттуда из-под земли, из-под песка вышла моя сумка. Вообще, да? 7 килограммов золота. Серебра. Ну, серебро там в основном. Ну, там Илинкебер, там 2,5 килограмма, там еще маленькие там всякие разные изделия. Кошмар, музейная ценность причем. Ага. Там еще золотые изделия. Как раз вот эти серьги были, которые сейчас у принцессы Монако Стефани. Принцесса не поверит. Вот. И водитель и позвонил мне как раз, ага, говорит. Я говорю, нашел, он такой тоже, слава богу, говорит, ага, все, поехали. И мы под утро доехали до этой местности. Ага. Приезжаю, а там все спят. Ну, где-то 4 часа утра, там нары, дорожники все спят. Я у них спрашиваю, а я за чемоданом приехал, говорю, где мой чемодан? А там в КамАЗе посмотри, как кто-то там проснулся и показал, а там 2 КамАЗа стоят. И я там вышел, 1 КамАЗ открываю, там ничего нету, 2 открываю, там дядька один спит. Проснись, где моя сумка? А вот, возьми, говорит. И не проснулся даже. Я вот сумку свою взял и домой приехал. И до сих пор не поблагодарил вот этого человека, кстати. Ничего себе, ну можно через нашу программу поблагодарить. Да, конечно, я благодарен и очень рад, что все-таки такие люди есть на белом свете в наше время. Вот в Бурятии еще была какая-то скульптура снежных барсов. А я там делал этих снежных барсов, потому что Саянские хребты, там обитает этот снежный барс, бабыр, и, по-моему, единственный храм, где снежные барсы стоят. Во время революции там вот этот старый их храм, ну, сожгли, там все там, уничтожили. Вот. И они возродили Нурбулама и Аргалама. А Аргалама, он якут сам, с Шиганского района, ученик Далай-ламы. И вот Аргалама мне звонил, там, давай там, надо делать там кое-что. Вот Коля чуть часом мне помог, ага. Вот. Ребята помогли там делать. Вот. И я форму взял, ну, в ящик там положили. Как раз мы с летчиками там договорился как-то, ага. И у меня по миллиметру там как-то вот этот ящик вошел туда, в самолет, пассажирский салон. И полетели мы. Я взял с собой своего друга Григория Максимова, преподавателя Намского педучилища. Кстати, мультипликатора, ученика Норштейна и Хитрука. Нас встретили оттуда ребята, вот из Сакинского района. И Лама сам встретил. И мы ехали где-то больше полусуток. И пока мы ехали, вот эта моя форма сломалась. Осталась нижняя часть только. Мне пришлось как бы слепить вот эти скульптуры руками.
У меня маленько один барс вот так Печальный чуть-чуть стал. печальный Без получился. настроения немножко. Да, немножко. Я уже на второй год уже поехал, подправил ее. После этой работы мы в 6 часов уже должны были отчалить оттуда, в аэропорт города Иркутска, да. И мне приснился сон. Приходит этот старец, вот такой светлый старец приходит и что-то мне махает, там что-то говорит. Я утром встал и говорю этим ламам: ребята, говорю, у меня этот кто-то приходил, старик приходил, там что-то поблагодарил, что ли, говорит. О, говорят, это белый старец приходил, поблагодарил за работу. Говорит, о, это хорошо. Вот. Я когда делал вот этих барсов, да, люди приходили и молились прямо. Вот. И они мне даже маленько мешали. Они деньги даже оставляли вот на постаменте. Что интересно, да, и там, ну, как раз лестница, как раз перед входом в храм. И они там растирание делают, там молятся моим барсикам, там денежку положат, а я там работаю. После первого года вот у меня с этим барсиком там маленько такие были трудности. Я звоню, как мои барсики, а они это после праздника, они ожили, один что-то хромает, ага. Это они видят моих барсиков как-то, ну, они же как шаманы. Ага. Вот. Как живых воспринимает, да? Один хромает, там бегает, типа, о, исправим. Вот. Охота из бронзы сделать. Новые, другие совсем. Вот есть идея. И однажды я звоню тоже Нурбуламе. Ну, он за рулем сидит и через эти Саянские хребты едет. Ага. Тут сибирская Фудзияма, и вот дорога как раз едет. Он отключился, я потом снова звоню ему. Что случилось? Говорит, Саша, говорит, не поверишь, что было? Барс, короче, это прыгнул на машину, говорит, ага, вот так. Живой, настоящий барс через капот. О, ничего себе барсики. А есть какая-то мечта, не мечта, а амбиция какая-то большая творческая есть? Выставка в Москве, ну, этнографический музей, Третьяковка, может быть, ага. Вот, Кремль, Нью-Йорке, метрополе, Китае, Миллениуме, Париже, в Лувре. Отличный план. Я вам желаю, чтобы все у вас получилось. Мечтать не вредно. Спасибо большое за интервью. Это была программа «Якутия Лайв». С вами была Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.